Вместо основного предмета – факультатив. Крымские школы находят причины, чтобы не ставить крымско-татарский язык и литературу в основную программу обучения. Об этом шла речь на заседании отдела образования Меджлиса крымско-татарского народа. Крымско-татарские общественные работники, учителя школ, преподаватели вузов отмечают, что в этом виноваты и родители, которые не знают, как правильно реализовать право ребенка на изучение родного языка. Несмотря на то, что крымско-татарский наравне с русским и украинским язык государственный, обучение на нем ставится в зависимость от некого предела возможностей нынешней системы образования Крыма. То не хватает учебников, то учителей. Хотя по закону предусмотрено, что на родной язык и литературу в качестве предмета отводится до 3 академических часов в неделю. Администрации школ находят причины, чтобы сократить часы от 1 до 2 и сделать обучение факультативным. Жалобы на такие решения школ поступают в Меджлис со всех регионов Крыма. Наша задача – изучить проблему, связанную с сокращением часов обучения крымско-татарского, а также ознакомиться с общим положением крымско-татарского языка. Также отдельно мы мониторим ситуацию в национальных школах. Дальше мы пытаемся найти решение многим подобным ситуациям. Ну а если таковые проблемы есть, мы собираем все эти данные, а дальше будем ставить их на рассмотрение в Министерство образования Крыма. До 1 июня 2015 года в образовательных учреждениях Крыма шел активный процесс предварительного формирования учебных планов. Но и до 10 сентября еще не поздно подать заявление на изучение родного языка. Как отмечают общественники, многие родители не знают, как правильно реализовать право своих детей и как действовать в ситуации, когда администрация школы отказывает им в реализации этого права. Для таких родителей Меджлис подготовил специальные памятки. Вот, ссылаясь на российское законодательство, на что мы имеем право. Например, открыть национальный класс или национальную школу, или создать национальную группу в детском саду, или изучать крымско-татарский как предмет, а не факультативно. Общественники обсудили и создание национальных классов, которые должны открываться не только в школах, но и в детских садах. По словам учителя 2-й Кольчугинской школы Абдулы Асанова, и в этой ситуации многое зависит от родителей. Мы, учителя, хотим, но когда доходит до власти, неясно, как дальше. По закону у нас есть огромные возможности, но если мы будем все сваливать на учителей, у учителей не так много возможностей, как у родителей. Члены Меджлиса и общественники решили создать координационную группу, которая ежемесячно будет выезжать в районы Крыма и изучать проблемы обучения на родном языке. Нужно как-то скоординировать работу этого комитета. Он должен выезжать в села, поселки, и с помощью этих комитетов нам будет легче изучать проблемы. В состав этой группы вошли член Меджлиса Шевкет Кайбулаев, учитель 4-й Симферопольской школы Гульнара Фивзи, а также пресс-секретарь Меджлиса Лютфия Алиева. Следующее собрание планируют провести перед началом учебного года, ну а затем на основе жалоб и предложений провести собрание с представителями Министерства образования.